Дорогая дочь, то, чем я делюсь с вами сегодня, это не совпадение, а послание, полное любви и понимания, тщательно составленное, чтобы тронуть ваше сердце и заставить задуматься. В этом быстро меняющемся мире многие люди увлекаются отвлекающими факторами и искушениями, которые уводят их от настоящей любви и ведут по разрушительному пути. Поэтому я хочу призвать вас не следовать мимолетным и поверхностным стандартам, которые так распространены сегодня. Мир может соблазнять вас таблицами удовольствий и желаний, но эти вещи – лишь отвлекающие факторы, которые отвлекают вас от реальной жизни и ведут к разрушению. Сегодня я вижу множество людей, охваченных мирскими желаниями, следующих причудам и практикам, которые приносят только страдания. Эти искушения могут показаться привлекательными и многообещающими, но в конечном итоге они ведут лишь к духовному разложению. Не попадайтесь в эту ловушку. Последствия тьмы и запустения глубокие. Не обманывайтесь мимолетными иллюзиями и ложными обещаниями власти этого мира. Избегайте влияния голосов, искажающих истину, которой я хочу вас научить. Пойми, моя дорогая дочь, что я не прошу тебя изолироваться от мира, но не принимать его вредные ценности и практики. Вместо этого постарайтесь оказывать положительное влияние на окружающих. Поделитесь моей любовью и истиной с окружающими. Будьте светом во тьме, источником надежды в мире, который отчаянно нуждается в любви. Гордитесь тем, что являетесь истинным последователем Христа, истинным христианином. Кстати, теперь он заявляет в комментариях: «Я гордый христианин». Помните, что, следуя моим заповедям и принципам, вы обретете внутренний покой и ощутите истинное богатство, которое приходит от жизни в гармонии со мной. Так что не бойтесь проблем, которые могут встретиться на вашем пути, потому что я все время рядом с вами. Не расстраивайтесь, столкнувшись с препятствиями размером с горы, потому что вы найдете возможности расти и становиться сильнее. Трудности подобны шагам, которые ведут к судьбе победы, успеха и процветания. Поэтому я призываю вас иметь непоколебимое доверие и оставить свою жизнь в моих руках. Повинуйтесь моей воле, чтобы в каждом вашем решении мой дух вел вас по правильному пути. Дорогая дочь, я хочу призвать тебя не следовать указаниям мира, а стремиться жить согласно принципам, которые я разделяю в своем слове. Не увлекайтесь искушениями и нечестными поступками вокруг вас. Обращайтесь к моим словам за мудростью и руководством, и все будет хорошо. Вы сможете наслаждаться полноценной жизнью и настоящим благополучием. Помните, что если вы будете стремиться жить в послушании моим словам, я буду обильно благословлять вас, поскольку я желаю, чтобы вы процветали во всех сферах своей жизни и обретали истинный мир, счастье и процветание, которые исходят только от меня. Не уходи от меня и не позволяй миру забрать тебя из моих любящих объятий. Доверься мне и всегда выполняй мои приказы, потому что я всегда желаю тебе самого лучшего. Не позволяйте сегодняшним трудностям обескуражить вас. Верьте, что моей благодати достаточно, чтобы поддержать вас, и знайте, что я всегда рядом, чтобы услышать ваши молитвы и ответить согласно моей совершенной воле. Я люблю тебя, моя дочь, я люблю тебя. Я обращаюсь к вам сегодня для того,
чтобы мой голос звучал в вашем сердце и разуме, постоянно напоминая вам о важности подчиняться моим словам и нежной и сострадательной любви к другим. Я благословляю тебя сегодня. Протяните руку и позвольте моему свету сиять сквозь вас. Позвольте мягкости моего голоса успокоить ваши тревоги. Прошепчите вам в уши слова ободрения и мужества, которые приведут вас к миру. Даже в неспокойные времена жизни знай, что это послание не просто мимолетное отражение, но живое выражение моей бессмертной любви и жгучего желания увидеть твое полное расцветание. Храните эти слова в своем сердце, носите их с собой, как амулет. Пусть каждое предложение будет бальзамом для вашей души и каждое научит свету, озаряющему ваш путь. Поверьте мне, когда я говорю, что понесу ваше бремя и облегчу ваши заботы. Положи передо мной все твои несчастья, даже те, которые кажутся непреодолимыми и неразрешимыми. Оставьте их у моих ног и посмотрите, как я их решу. Доверие ко мне открывает дверь к глубоким и позитивным изменениям в вашей жизни. Не бойтесь, когда ваши оппоненты пытаются убедить вас в том, что вы не способны, что у вас ничего не получится, и ставят препятствия на вашем пути, потому что сегодня я уверяю вас, что вы не одиноки. Я стою рядом с тобой, приближаясь, как могучий гигант. Если ваши враги попытаются вас напугать, позвольте мне напомнить вам, что ни один из них не имеет власти определять вашу судьбу. Ты не в руках твоих противников, а в моих благословенных руках. Если согласны, напишите в комментариях, что вы в руках Божиих. Я свет, который ведет вас сквозь тьму, компас, указывающий путь к миру и процветанию. Я протягиваю руку, чтобы поднять вас из глубин, нести ваше бремя и облегчить ваши заботы. Ты не один в этом путешествии, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Я здесь, рядом с тобой, поддерживая и защищая тебя на каждом этапе пути. Так что доверься мне, и я направлю тебя. Знай, что во мне ты найдешь путь, истину и жизнь. Я — дверь, через которую текут моя милость и благословение. Через эту дверь вы обретете изобилие и радость и осуществите желания своего сердца. Независимо от того, сколько вы даете. С уважением, я хочу облегчить ваше бремя. Желаю вам плавного и беспрепятственного продвижения к новому рассвету, полному успехов и достижений. Полный терпения, исходящего из моей безграничной любви, и не позволяй критике других влиять на тебя. Научитесь прощать тех, кто причинил вам боль, и дайте им шанс искупить свою вину и вырасти. Помните, что сострадание и милосердие – это добродетели, которые делают вас сильнее и больше с каждым днем. Так что простите тех, кто причинил вам боль, подарите любовь и дайте второй шанс тем, кто закрыл перед вами двери. Так все увидят, что я живу в тебе, а ты во мне, мой любимый сын, моя любимая дочь. Я хочу еще раз подчеркнуть, что вы не одиноки, я рядом с тобой, пришел помочь тебе подняться на эту гору, чтобы ты смог достичь вершины и преуспеть в своем путешествии. Потому что я даю тебе силы и выносливость, чтобы добиться всего, чего ты хочешь в этой жизни. Так что не сомневайся, сын мой, дочь моя, и не позволяй жизненным испытаниям обескуражить твои мечты и стремления. Помните, что даже в самые мрачные времена свет надежды никогда не гаснет.
Никто не достигает земли обетованной, не пройдя через пустыню, не столкнувшись с невзгодами и испытаниями. Но не волнуйтесь, вы не одиноки в этой пустыне, я рядом с вами, как постоянный наставник и поддержка. Я как защитное облако в дневной зной, тень и утешение в испытаниях, а ночью буду твоей опорой, дающей отдых, тепло и направление. Мой любимый сын, моя любимая дочь, не сомневайся в моих словах. Полностью доверьтесь мне, и вы испытаете чудесные и обильные благословения, которые превосходят ваши обстоятельства. Я повторю еще раз, доверьтесь мне и не попадитесь в ловушку врага. Что ж, он пытается вас запутать среди жизненных трудностей. Помните, что более глубокий ответ можно найти в молитве и размышлении над моими словами. Итак, сын мой, дочь моя, возьмите меня за руку, и вместе мы совершим подвиги, превосходящие ваше самое смелое воображение. Вы преодолеете все заботы и испытания, и ваша победа станет реальностью. Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, всегда ищи меня в молитве, не переставай говорить со мной утром и ночью. Всегда оставайся со мной и всем своим существом. Держите мои слова при себе, и я вознагражу вас необыкновенными благословениями, которые превзойдут ваши обстоятельства. Не стесняйтесь, будьте настойчивы. Потому что то, что посеяно слезами, пожинается с радостью. И если вы действительно в это верите, покажите мне свою веру в комментариях, написав «Я верю, сэр». Любовь моя, я понимаю, что ты глубоко привержен достижению своих целей и проектов. Я понимаю, что всем вашим начинаниям свойственна целеустремленность и трудолюбие. Но прежде всего не забывайте о важности молитвы и не оставляйте моих слов позади. Есть люди, которые полагаются только на себя и игнорируют совет и мудрость моего слова. Эти люди не только отворачиваются от моей воли, но и движимы материализмом, стремясь к своим целям, не находя реального вознаграждения. Они пусты, окутаны гордостью и высокомерием. Они презирают смиренных и насмехаются над теми, кто с любовью чтит слово мое. Их гордость окружает их, как темная тень, скрывающая их истинные намерения. Они часто забывают, что простота и смирение – основа истинного величия. В своем стремлении к признанию и власти они игнорируют мое слово, и содержащиеся в нем принципы живут в слепоте и эгоизме своего собственного эго, сеют разделение и создают конфликты. Поэтому, мой любимый сын, моя любимая дочь, я прошу тебя ни за что на свете не пренебрегать этими словами. Не смущайтесь сердцам вашим и не бойтесь того, что будет, ибо что бы вы ни делали, какое бы дело ни начали, я благословлю его. Не сдавайтесь перед лицом невзгод, не падайте духом, и результаты не будут немедленными. Что ж, сроки достижения вашей цели не имеют значения. Самое главное, чтобы ты никогда не сдавался, потому что каждый шаг приближает тебя к твоей мечте, к надеждам, которые я возложил на тебя. Всегда помните о своем невероятном потенциале, потому что я благословил вас талантами, способностями и дарами, которые принесут в вашу жизнь замечательные и необычайные события. Поверьте мне. Мои дорогие сыновья, мои дорогие дочери, я всегда рядом с вами, направляя и поддерживая вас на каждом этапе пути.
Сохраняйте веру мужественно и решительно, и никогда не забывайте, что рядом со мной я преодолею все, что вы задумали, и я превращу каждое препятствие в возможность расти и учиться. Поэтому, мои дорогие сыновья, мои дорогие дочери, продолжайте с непоколебимой верой, мужеством и уверенностью, ибо ваш успех гарантирован. Решительно, мой любимый сын, моя любимая дочь, давайте бесстрашно идти вперед перед лицом вызовов, испытаний и трудностей. Продолжайте упорствовать, ибо в конце этого пути вас ждут великие награды и чудесные благословения. Продолжайте, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, и пусть терпение будет вашим спутником, поскольку вера защищает вас от сомнений, страха и разочарования. Терпение – это ключ, который открывает двери к успеху и позволяет вам сохранять настойчивость даже перед лицом невзгод. Между тем, вера дает силы преодолевать все препятствия и смелость двигаться вперед. Если у вас непоколебимая вера в меня, поделитесь ею в комментариях и напишите «Моя вера непоколебима». Поверьте, что я с вами и что с чем бы вы ни столкнулись, в конце концов все будет хорошо. Мой любимый сын, моя любимая дочь, храните веру и терпение как союзников. Ибо через них вы получите все мои обещания, они откроют двери для необыкновенных благословений и предоставят вам возможности, которые будут способствовать достижению цели вашей жизни. Продолжай двигаться вперед с того дня, как я создал тебя, потому что ты моя любовь, дело благодати. Я создал все, что существует, чтобы предложить вам и удовлетворить ваши потребности. Так что будьте уверены, я дам вам все, о чем вы мечтали, все, о чем вы просили. Нет препятствий или проблем, которые помешали бы моему благословению в вашей жизни, потому что все, что я делаю, имеет цель. Будьте готовы, потому что то, что вы собираетесь получить, это не просто совпадение, а мое желание и доброе пожелание для вашей жизни. С сегодняшнего дня твоя боль прекратится, в твоей жизни больше не будет боли. Сегодня новый день, когда все мои обещания исполнятся в тебе. Все, что вы когда-либо хотели, сбудется. Я сделаю тебя победителем и выдающейся личностью. Это не случайность, а результат ваших усилий и послушания моему слову. Если уже представляете это, напишите «С Богом», «Я уже выиграл». Я понимаю, что угодить не всегда было легко. Было время, когда ты бесцельно терялся в моих словах. Но когда взойдет утреннее солнце, ваша будущая слава превзойдет ваше прошлое. Ваши благословения значительно увеличатся. Все жертвы и помощь, которую вы оказали бедным, Бог всегда держи мои слова под рукой, сын мой, дочь моя, записывай их и запоминай постоянно. Они ваш проводник, они освещают путь, они компас, ведущий вас к счастью и успеху. Примените это на практике, и я уверяю вас, что все ваши усилия увенчаются успехом. Никогда не переставайте доверять мне, я всегда буду работать для вас и обеспечивать жизнь, полную мира, благословений и изобилия. Верьте в меня без сомнения, всем своим умом, силой и сердцем. Я изливаю благодать, благосклонность и благословение в вашу жизнь не только на вас, но и на тех, кого вы любите. Я люблю тебя, мой сын, моя дочь. Продолжайте упорствовать до конца,
и я обещаю, что вы получите мое благословение. Продолжайте в том же духе, не сдавайтесь, скоро благословения, которых вы заслуживаете, будут в пределах вашей досягаемости. Возлюбленный сын, любимая дочь, не оставляй пути своего и не покидай место, куда я тебя поместил. Не позволяйте препятствиям заставить вас усомниться в своем путешествии или отвергнуть мои обещания благословения, которые я дал вам. То, с чем вы сейчас столкнулись, не определяет вашу судьбу, это просто знак того, что что-то проявляется в вашей жизни. Встаньте и продолжайте идти, потому что с каждым шагом вы приближаетесь к желаемым благословениям. Не уставайте и не позволяйте обстоятельствам обескураживать вас, и не позволяйте мнению других ограничивать потенциал, который я вложил в вас, потенциал, который приведет вас к благословенному и процветающему будущему. Доверьтесь мне всем своим сердцем, потому что в этом заключается уверенность в будущем. Пришло время собраться с силами и твердо продолжить свой путь. Вы являетесь свидетелем выполнения моего обещания. Не расстраивайтесь и не сомневайтесь в своих силах. Помните, что неудачи или потери не определяют вас, и не позволяйте словам других влиять на вас. Отвергните негативный ропот тех, кто не понимает моего учения. Они могут позавидовать вашему состраданию, но знайте, что моя любовь к вам непоколебима, и мое благословение гарантировано независимо от их мнения. Не позволяйте сердцу смущаться, укрепитесь в непоколебимой вере, ведь в ней вы найдете силы преодолеть все препятствия. Сегодня я пришел успокоить ваше измученное сердце и обновить вашу веру. Доверьтесь моей способности вести вас, пересекаете ли вы море или идете по воде. Доверьтесь сверхъестественной силе, которую я даю вам, чтобы провести вас через бесплодные пустыни и бурные моря. Почувствуйте, как моя любовь и сила окружают вас, пока я веду вас в будущее, наполненное благодатью и благословениями. Если вы принимаете это в свою жизнь с открытым сердцем, напишите, пожалуйста, в комментариях «Понимаю, Господи». Тогда иди вперед смело и решительно, дорогой сын, дорогая дочь. Не позволяйте страху неудачи останавливать вас, потому что я здесь, чтобы укрепить вас, залечить ваши эмоциональные раны, устранить ваши сомнения и неуверенность и помочь вам стать мудрым и благословенным человеком. Двигайтесь вперед с непоколебимой верой в меня. Планы, которые я для тебя придумал, фантастические и красивые. Не расстраивайтесь из-за проблем, возникающих на пути. Я призываю вас не застревать в прошлом и не беспокоиться о будущем. Испытайте мою любовь и силу в этот настоящий момент. В жизни тех, кого я люблю, всегда есть место для нового начала, возможность переписать историю. Позвольте мне сформировать ваше будущее своими божественными руками, изменить вашу жизнь возможностями и благословениями. Просто следуйте моим словам, а не суждениям мира. В моем руководстве вы найдете мудрость, необходимую на каждом этапе пути. Мое руководство приведет вас к самореализации и успеху, чтобы вы могли осуществить свои желания. Ходите с верой и слушайте мой голос, ибо он освещает путь к изобилию и вечной радости. Осознайте, что сегодняшнее испытание – это всего лишь ступенька на пути к величию, которое вас ждет. Не сомневайтесь, потому что каждое препятствие приносит урок и приближает вас к величию,
которому вы предназначены. Помните, что каждое испытание – это возможность укрепить себя, сформировать характер и подготовиться. Не останавливайтесь на полпути, не позволяйте депрессии одолеть вас. Доверьтесь потенциалу, который я вложил в вас, силе, заключенной в вашем внутреннем поиске. Не ограничивайте себя тем, что кажется невозможным, потому что каждый шаг приближает вас к реализации вашей мечты, исполнению ваших желаний и великим благословениям, которые я приготовил для вас. Льным и нуждающимся не останутся незамеченными. Ничего из того, что вы сделали, не напрасно. Я также хочу, чтобы вы знали, что я обновлю ваш дух, ваш энтузиазм к жизни. Я восстанавливаю в тебе все, что враг и мир пытались у тебя украсть. Все дары и благословения духовного мира теперь ваши. Так что вставай каждое утро и поручи мне отвечать за все, что ты делаешь. Посвяти мне первые мгновения своего дня. Двигайтесь вперед с уверенностью и надеждой, готовые принять чудеса, которые ждут впереди. Держитесь за эти благословения и не позволяйте им ускользнуть, потому что они были даны вам благодаря вашей преданности и любви. Вперед, сын мой, не сомневайся, дочь моя. Делайте решительные и уверенные шаги к своим целям успеха и богатства. Помни, я рядом с тобой и держу тебя за руку. Идите вперед без колебаний, отбросьте все сомнения и страхи. Что ж, никто не сможет причинить тебе вред, я уберу препятствия с твоего пути. Те, кто с завистью смотрит на ваше благословение и процветание, те, кто сплетничает, покаются. Я отделю тех, кто противостоял тебе, потому что и они восстали против того, кто их искупил. Итак, сын мой, дочь моя, держись подальше от тех злых людей, которые распространяют ложь о своих братьях и сестрах. Используйте слова, чтобы ранить и унизить, разрушить невинные дома и пропагандировать зло. Они пытаются оправдать свои плохие поступки так, будто они правы, а они подобны волкам в овечьей шкуре. Держитесь от них подальше, потому что они пожинают то, что сеют. Что касается вас, продолжайте идти, не позволяйте своей вере поколебаться. Стойте твердо в истине и слушайте мои наставления. Если вы последуете моему совету, все будет хорошо. Если вы хотите услышать мое послание в своем сердце, вот мое письменное слово. Откройте его, закройте в своей душе надеждой, поверьте и идите дальше. Твой дух обновится, ибо ты получишь обильные благословения и вечную жизнь, сын мой, дочь моя. Примите это слово с благодарностью. Я дам тебе все, о чем ты мечтал, все, что ты просил у меня. Никакое препятствие или бедствие не помешает моим благословениям, потому что моя любовь к вам безгранична, и мое намерение – благословить вас и процветать во всех сферах. Вы достигнете своей мечты. У вас есть мое благословение, и это входит в мой план. Не расстраивайтесь, поверьте мне. Не расстраивайтесь, если дела идут не так, как ожидалось, и не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Вставайте и продолжайте идти, потому что сейчас не время колебаться, не говоря уже о том, чтобы сдаваться. Что я для вас приготовил? Не позволяйте врагу украсть то, за что вы так упорно боролись. Помните, что у него нет реальной силы,
он уже побежден на кресте. Он всего лишь обманщик, пытающийся обмануть тебя, но доверься мне всем своим сердцем, и я буду направлять твои шаги, и я дам тебе силу, как буйволу, и ничто и никто не сможет тебя остановить. Итак, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, оставайся смелым и живи той целью, которой ты призван, целью достижения и процветания. Оставьте позади сожаления о прошлых ошибках, потому что никакие испытания не могут определить ваше будущее. Ваша судьба в моих руках, она была запланирована еще до основания мира, и это прекрасно. Не позволяйте ничему остановить ваш прогресс, стойте твердо и доверьтесь мне, и у вас будет новое начало, где каждое начинание будет благословенным и успешным. Всегда помните, что мой план для вас хорош, приятен и совершенен, не сомневайтесь, сохраняйте веру. Что ж, я не оставлю тебя, пока не выполню все свои обещания. Я здесь для вас со словами любви и поддержки, ваше будущее в моих руках, и ничего не происходит случайно. Моя божественная цель живет в тебе, я обещаю быть с тобой во всех твоих начинаниях и благословлять дело твоих рук. Будьте верны мне и доверяйте мне, несмотря на ваши проблемы, не увлекайтесь окружающим миром, держите мои обещания и живите по моим словам. Ваша награда будет богатой, ваши благословения увеличатся, а жизнь улучшится. Сокрушить тебя. Так продолжай, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, не сдавайся перед испытаниями, они пройдут и укрепят твою веру. Теперь похвалите меня в комментариях и скажите: «Слава Богу, потому что я Бог, и мой план для вас – успех и процветание». Продолжайте доверять мне, отдавайтесь изо всех сил каждый день, зная, что моя милость и благосклонность всегда будут с вами. Я люблю тебя безоговорочно и забочусь о тебе. Найдите меня в молитве, и я наполню вашу жизнь миром, радостью и силой. Приготовьтесь к чему-то удивительному, потому что вы избраны для благословения. Не бойтесь будущего, я с вами при любых обстоятельствах. Не позволяйте тревоге или страху контролировать вас. Я рядом с вами, чтобы направлять вас даже в самые трудные времена. Не позволяй несчастью сломить тебя. Ты живое свидетельство моей любви и силы. Восстанови свои силы, мой сын, моя дочь, и продолжай с решимостью. Помните, что обещания, которые я дал вам, в конечном итоге сбудутся, и темная долина уступит место великому саду благословений. Здесь благословения текут к вам и будущим поколениям. Всегда помни, что я сдержу свои обещания и выполню их в твоей жизни. Поэтому, сын мой, дочь моя, сегодня я еще раз прошу тебя не сдаваться, не поддаваться напрасным и нечестным делам, сохранять на высоте свою силу и мужество. Даже посреди бури я буду творить чудеса в твоей жизни и покажу тебе, что моя любовь и сила безграничны. Я всегда буду рядом с тобой и приведу тебя к жизни, полной мира и процветания. Помните, что мое присутствие защищает вас, и мое милосердие безгранично, ничто не может отнять благословения, которые я приготовил для вас и для будущих поколений. Поэтому, дорогой сын, дорогая дочь, иди смело и доверься мне. Пусть моя любовь окружит вас и приведет вас к процветающему и успешному месту назначения, которое я приготовил для вас. Всегда помни, что ты мое драгоценное сокровище, и я буду рядом с тобой,
держа тебя за руку и с бесконечной любовью наблюдая за твоими мечтами, целями и стремлениями. Я люблю тебя, мой сын, моя дочь. Если вы тоже меня любите, выразите свою любовь, написав в комментариях «Я люблю тебя, сэр». Теперь наступает самая важная часть этого видео. Пришло время присоединиться к молитве. Но прежде чем мы начнем нашу мощную молитву, я искренне надеюсь, что это послание найдет отклик в вашем сердце и приведет вас к свету и удовлетворению. Помни, что ты всегда под защитой Всевышнего, моя мудрость и забота – столпы твоего существования. Понимание этого освободит вас от оков беспокойства и позволит вам плыть по водам жизни с непоколебимой верой и спокойным сердцем. Встречайте каждую проблему и возможность с уверенностью в душе, зная, что каждый шаг – это часть танца в божественной хореографии существования. Пусть ваше путешествие будет постоянным выражением моей благодати и цели, чтобы осветить мир сиянием вашей веры и моей вечной любви, отраженной в вас. Аминь. Теперь, дорогой сын, дорогая дочь, присоединяйся ко мне в этой могучей молитве. Крайне важно, чтобы вы повторяли эти слова вслух или в своем сердце вместе со мной с покорностью и глубокой верой. Молимся, Боже, Творец всего сущего, молюсь с Тобою, Отец Небесный, услышь слова сердца моего, жаждущего Твоего присутствия, Твоей мудрости и Твоего милосердия. Я исповедую перед Вами великую любовь, превосходящую всякое человеческое понимание. Ты свет, который направляет шаги тех, кто доверяет Тебе, милосердный Отец, и я ценю послание любви и сострадания, которые передают эти времена. Посреди жизненных бурь ваши инструкции, маяки, которые направляют нас в нашем выборе и решениях. Знание того, что мы не одиноки, что Твое присутствие постоянно, является бальзамом для обеспокоенных душ. Сегодня я возношу свое сердце в поклонение, признаю ваш суверенитет превыше всего и надеюсь, что моя жизнь будет отражать ваш свет, маяк для тех, кто потерян во тьме. Укрепи меня, Господь, чтобы противостоять искушениям и отвлекающим факторам, которые пытаются увести меня от Твоей любви в мире, который искушает нас мимолетными удовольствиями. Прошу вашего руководства не впадать в эти иллюзии, не отворачиваться от вас, а твердо стоять в своей вечной истине. Избавь меня от обманчивых искушений, обещающих временное счастье, а на деле ведущих к погибели. Небесный Отец, я вижу, что мы живем во время, полное различных испытаний и искушений. Многие теряются в мимолетных желаниях, следуют моде и обычаям, которые причиняют лишь боль и страдания. В эти моменты действия я прошу вашего руководства, чтобы вы не были втянуты на пути, привлекательные на первый взгляд, но ведущие к духовному краху. Размышляя над вашими словами, я понимаю, насколько важно не только избегать зла, но и оказывать положительное влияние на окружающих. Да сохранится в моем сердце свет Твоей истины, рассеивающий тьму невежества и обмана. Дай мне силы поделиться Твоей любовью и правдой со всеми на моем пути, чтобы я мог быть маяком надежды среди теней. Следуя вашим указаниям, я понимаю, что речь идет не о дистанцировании от мира, а об идентификации с его вредными ценностями. Помогите мне стать проводником перемен и нести Твою любовь и истину, где бы я ни был. Пусть моя жизнь станет живым свидетельством Твоей восстанавливающей силы.
Господи, когда трудности встают передо мной, как высокие горы, напомни мне, что в них я также нахожу возможности для роста и укрепления своей веры. Не бойся испытаний, потому что я знаю, что Ты всегда со мной. Помогите мне увидеть возможности для роста, успеха и благополучия даже в самых трудных ситуациях. Дорогой, Отец, перед Тобой я нахожу не только далекого Бога, но и сострадательного Отца, который заботится обо всех аспектах моей жизни. Даже когда есть, казалось бы, непреодолимые препятствия, я доверяю Тебе, зная, что Ты словно могучий великан, идущий впереди меня. Не поддавайся голосам, которые пытаются сбить меня с Твоего пути, но я буду стоять твердо и слышать Твой нежный голос в своем сердце. Когда голоса скептиков пытаются посеять сомнения и разочарование, напомните мне, что они не имеют власти определять мою судьбу. Я не в руках моих врагов, а в Твоих благословенных руках. Ты свет, который ведет меня во тьме, компас, который ведет меня к миру и процветанию на моем пути. Я понимаю, что Ваша воля состоит не в том, чтобы я отделил себя от мира, а в том, чтобы я не отождествлял себя с его вредными ценностями. Дайте мне возможность оказать положительное влияние, поделившись своей любовью и правдой. Пусть моя жизнь будет подобна маяку, который сияет во тьме и дает надежду миру, который в ней нуждается. Я знаю, что столкнусь с проблемами и препятствиями, но я уверен, что в невзгодах я найду возможности для роста. Дай мне силы, когда мир пытается окружить меня своими отвлечениями и искушениями. Дай мне силы противостоять мимолетным потокам, которые пытаются увести меня от Твоей любви. И пусть мне не будет недоставать ни долговечных обещаний этого мира, но пусть я обрету истинную радость и успех в следовании Твоим вечным заповедям и принципам. В мире, наполненном неопределенностью, я обратился к Тебе, Небесный Отец, ища твердой и уверенной веры в Твое водительство. И не позволяй мне мешать или осуждать тех, кто не понимает Твоей любви и учения. Пусть мое доверие к Тебе будет щитом от сомнений и страхов и позволит мне двигаться вперед с верой и мужеством. Господь, перед лицом ежедневных сражений, я прошу Тебя укрепить меня, чтобы я был стойким, не терял надежды на результаты, которые требуют времени, потому что я понимаю, что время для достижения моих целей не так важно, как путешествие. Сдавайся, дай мне мудрость увидеть, что каждый мой шаг приближает меня к мечтам, которые Ты вложил в мое сердце. Дорогой Божией, я признаю, что иногда ошибался. Не смотри друг на друга утром и вечером. Прости меня за пренебрежение важностью молитвы и Твоего слова. Возобнови во мне постоянное желание говорить с Тобой, чтобы свет Твоего руководства сиял в каждый момент моей жизни. Господи милостивый, я знаю, что истинное величие в простоте и смирении. Освободи меня от гордости и высокомерия, чтобы я мог ценить Твои принципы и следовать им, а не искать только материальных наград. Помоги мне увидеть истинное величие в сострадании, щедрости и милосердии. Когда беды пытаются поколебать мое мужество, напомни мне, Боже, что я под Твоей защитой. Вы подобны прохладному облаку в знойный день, дающему тень и комфорт. Ночью Ты словно огненная статуя, направляющая меня теплом и направлением. Я верю в Твое постоянное присутствие, которое укрепляет меня во времена депрессии.
Господь, наполни мое сердце прощением и состраданием. Дай мне благодать оставить обиды позади, по примеру Твоей благодати. Твоя любовь, Господь, это сила, которая направляет мое существование. По масштабам вашего дела я вижу глубину вашего беспокойства. Звезды, украшающие ночное небо, и нежный принт с полевыми цветами говорят о вашем великолепии и внимании к деталям. Каждый день, который разворачивается, является свидетельством вашего творчества и доброты, приглашением исследовать глубины вашей любви и узнавать все больше и больше себя. Призываю всех не только искать у Тебя убежище во время бурь, но и славить Тебя в спокойные и радостные дни. Пусть благодарность станет языком наших сердец, и возвысьте наши молитвы благодарности за благословения, которые мы часто принимаем как должное. Пусть каждый вздох и каждый удар сердца будут мелодией поклонения Тебе, Создателю и Хранителю всего сущего. Отец, в своей бесконечной мудрости Ты предопределил, чтобы мы жили не только для себя, но и в сообществе с другими. Вы соткали ткань взаимозависимости и показали нам, что каждый добрый поступок и каждый жест сотрудничества отражают ваш имидж. Помоги мне быть активным и любящим членом моего сообщества, который стремится не только к своему собственному благу, но и к благу других. Пусть моя жизнь станет свидетельством Твоей всеобъемлющей и искупительной любви. В тишине молитвы я обретаю ясность, позволяющую видеть за пределами отвлекающих факторов повседневной жизни. В эти драгоценные минуты тишины перед Тобой мирские заботы угасают, и я слышу Твой сладкий, успокаивающий голос. Здесь, рядом с нашим сообществом, Вы напоминаете мне о моей цели и призвании. Обновляй мой дух каждым посещением Тебя, и пусть моя душа тоскует по Твоему миру и мудрости. Господь, Ты – архитектор вечной жизни, и в Своем божественном плане Ты обещал будущее, в котором больше не будет боли, плача и страданий. Пусть мое земное путешествие будет отмечено актами любви и моментами истинного дарения, пока я иду к этому обещанному месту назначения. Пусть он ищет справедливости и проявляет милосердие, зная, что каждое маленькое действие во имя Твое – это отголосок Твоего небесного царства. Я прошу Тебя хранить мой дух внимательным к нуждам окружающих. Не игнорируйте тех, кто страдает, или тех, кому нужны слова поддержки. Сделай меня орудием Твоего мира, там, где гнев. Позволь мне принести Твою любовь, там, где есть раны, пусть принесет вам исцеление. Пусть моя жизнь станет рекой надежды, текущей в сердце, жаждущей истины и утешения. Наконец, Господь, я прошу Тебя научить меня ценить каждый день как драгоценный дар из Твоей руки. Пусть каждый рассвет будет новой возможностью любить Тебя глубже и служить Тебе вернее. Пусть мой путь будет твердым, а моя вера непоколебимой, несмотря на трудности, с которыми я сталкиваюсь. Наполни мое сердце пламенной страстью исполнять Твою волю, чтобы в конце своих дней я мог оглянуться назад и увидеть жизнь, наполненную плодами Твоего Духа. Во всем этом я стремлюсь прославить имя Твое, Господи, ибо Ты достоин всякой хвалы ныне и во веки веков. Аминь. Бесконечное – это сострадание, которое расцветает во мне и предлагает возможности для искупления и роста тем, кто обидел меня. Я отдаю Тебе все проблемы,
с которыми сталкиваюсь, веря, что Твоей милости достаточно, чтобы поддержать меня. Я верю в обещание, что, если я буду искать Тебя всем своим сердцем, я испытаю обильные благословения и истинное процветание, которое приходит от общения с Тобой, Господь. Это ведет меня по пути терпения, потому что я знаю, что каждое испытание – это возможность для роста. Помоги мне в трудные времена оставаться сильным, опираясь на Твои слова и доверяя Твоему идеальному плану, даже если я не до конца его понимаю. Дорогой Божией я признаю Твою великую любовь ко мне, любовь, которую я не могу понять. Пусть эта любовь вдохновит меня быть источником света и надежды даже в самые трудные минуты. Небесный Отец, я знаю, что я драгоценен в Твоих глазах, потому что Ты выбрал меня еще до того, как я появился на свет. Пусть эта уверенность укрепит мою уверенность в себе, чтобы я мог с уверенностью смотреть в мир и всегда помнить о своем подобии Тебе, Господь, на каждом своем шагу. Шепчи мне на ухо слова смелости, чтобы я не боялся отвлекающих факторов, которые пытаются увести меня от Тебя, а следовал Твоему голосу, который приведет меня к истинному счастью. Боже победы, помоги мне увидеть возможности для роста даже в трудностях, и я не буду разочаровываться из-за препятствий, но рассматриваю их как ступеньки к победе, которую Ты приготовил для меня. Ты мой источник силы и надежды. Господи, я укрылся в Тебе от неопределенности будущего. Пусть я доверяю Тебе, верному проводнику в бурю. Любящий Отец, я понимаю, как важно сохранять твердую веру, даже не видя немедленных результатов, в то, что моя вера зависит не от мимолетных обстоятельств, а от Твоей вечной верности. Это моя благодарность за Ваше постоянное присутствие, Вашу безусловную любовь и Ваши обещания, которые дают мне надежду. Живи по своим принципам и верь, что через Тебя я обрету истинное благополучие и покой. Во имя Иисуса мы молимся с верой. Аминь. Не обманывайтесь мимолетными иллюзиями и ложными обещаниями власти этого мира. Не поддавайтесь влиянию голосов, искажающих правду. Я хочу научить тебя, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, что я не прошу тебя изолироваться от мира, но и не принимать его вредные ценности и практики. Вместо этого постарайтесь оказывать положительное влияние на окружающих. Поделитесь моей любовью и истиной с окружающими. Будьте светом во тьме, источником надежды в мире, который отчаянно нуждается в любви. Гордитесь тем, что являетесь истинным последователем Христа. Кстати, теперь он заявляет в комментариях: «Я гордый христианин». Помните, что, следуя моим заповедям и принципам, вы обретите внутренний покой и ощутите истинное богатство, которое приходит от жизни в гармонии со мной. Так что не бойтесь проблем, которые могут встретиться на вашем пути, потому что я все время рядом с вами. Не расстраивайтесь, столкнувшись с препятствиями размером с горы, потому что вы найдете возможности расти и становиться сильнее. Трудности подобны шагам, которые ведут к судьбе победы, успеха и процветания. Поэтому я призываю вас иметь непоколебимое доверие и оставить свою жизнь в моих руках. Повинуйтесь моей воле, чтобы в каждом вашем решении мой дух вел вас по правильному пути. Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, я хочу призвать тебя не следовать указаниям мира,
а стремиться жить согласно принципам, которые я разделяю в своем слове. Не увлекайтесь искушениями и нечестными поступками вокруг вас. Обращайтесь к моим словам за мудростью и руководством, и все будет хорошо. Вы сможете наслаждаться полноценной жизнью и настоящим благополучием. Помните, если вы попытаетесь жить, повинуясь моему слову, я обильно благословлю вас, ибо желаю вам успехов во всех сферах вашей жизни и обретения истинного мира и процветания, которые исходят только от меня. Не уходи от меня и не позволяй миру забрать тебя из моих любящих объятий. Доверься мне и всегда выполняй мои приказы, потому что я всегда желаю тебе самого лучшего. Не позволяйте сегодняшним трудностям обескуражить вас. Верьте, что моей благодати достаточно, чтобы поддержать вас, и знайте, что я всегда рядом с вами, слушая ваши молитвы и отвечая согласно моей совершенной воле. Я люблю тебя, мой сын, я люблю тебя, моя дочь. Я обращаюсь к вам сегодня для того, чтобы мой голос звучал в вашем сердце и разуме, постоянно напоминая вам о важности подчиняться моим словам и нежной и сострадательной любви к другим. Сегодня, мой любимый сын, моя любимая дочь, я говорю тебе, подними руку, и пусть мой свет сияет сквозь тебя, пусть нежность моего голоса успокоит твои тревоги, прошепчет тебе в уши слова ободрения и мужества, приведет тебя к спокойствию. Вниз. Даже в бурные времена жизни, дорогой сын, дорогая дочь, знай, что это послание не просто мимолетное отражение, но живое выражение моей вечной любви и жгучего желания увидеть тебя полностью расцветшим. Храните эти слова в своем сердце, носите их с собой, как амулет. Пусть каждое предложение будет бальзамом для вашей души и каждое научит свету, озаряющему ваш путь. Поверьте мне, когда я говорю, что я понесу ваше бремя и облегчу ваши заботы, возложу перед собой все испытания, даже те, которые кажутся непреодолимыми и неразрешимыми, положу их к своим ногам и наблюдаю, как я их разрешаю. Доверие ко мне открывает дверь к глубоким и позитивным изменениям в вашей жизни. Не бойтесь, если ваши враги попытаются убедить вас, что вы не способны, что у вас ничего не получится, и будут ставить препятствия на вашем пути, ведь сегодня я уверяю вас, что вы не одиноки, я с вами и иду вперед. Как могучий великан. Если ваши враги попытаются вас напугать, я хочу напомнить вам, что ни один из них не в силах определить вашу судьбу. Вы находитесь не в руках своих противников, а в моих благословенных руках. Если согласны, напишите в комментариях: «Я в руках Божьих, я свет, который ведет меня сквозь тьму, компас, указывающий путь к миру и процветанию. Я протягиваю руку, чтобы поднять вас из глубин, нести ваше бремя и облегчить ваши заботы. Ты не один в этом путешествии, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Я здесь, рядом с тобой, поддерживая и защищая тебя на каждом этапе пути, так что доверься мне, и я направлю тебя. Знайте, что во мне вы найдете путь, истину и жизнь. Я — дверь, через которую текут моя благодать и благословение. Через эту дверь вы обретете изобилие и радость и осуществите желания своего сердца. Каким бы тяжелым ни было ваше прошлое, настоящее предлагает вам новое начало, и я даю вам шанс, которого никогда не сможет предложить этот мир и его боли, шанс начать все сначала, новую жизнь, полную цели и смысла.
Пришло время оставить всю вашу печаль и обиду позади и позволить моей любви и прощению течь через вас. Зацикливание на прошлых ошибках ни к чему не приведет. Отпустите то, что уже произошло, и откройтесь этому моменту перемен и обновления. Позвольте мне укрепить вас и облегчить бремя, которое вы несете. Я искренне надеюсь, что вы плавно и без препятствий пойдете к новому рассвету, полному успехов и достижений. Полное терпение исходит из моей безграничной любви. Не позволяйте критике других влиять на вас, научитесь искусству прощать тех, кто причинил вам боль, дайте им шанс искупить свою вину и вырасти. Помните, что сострадание и милосердие – это добродетели, которые делают вас сильнее и больше с каждым днем. Поэтому простите тех, кто причинил вам боль, подарите любовь и дайте второй шанс тем, кто закрыл перед вами двери. Так все увидят, что я живу в тебе, а ты во мне, мой любимый сын, моя любимая дочь. Позвольте мне повторить, что вы не одиноки, я с вами и обращаюсь к вам, чтобы помочь вам подняться на эту гору, достичь вершины и добиться успеха в вашем путешествии, потому что я дам вам силу и выносливость, чтобы дать все необходимое. Получить все, что хочешь в этой жизни. Так что не сомневайся, сын мой, дочь моя, и не позволяй жизненным испытаниям обескуражить твои мечты и стремления. Помните, что даже в самый мрачный момент свет надежды никогда не гаснет, никто не достигает земли обетованной, не пересечь пустыню, столкнувшись с невзгодами и испытаниями. Но будьте уверены, вы не одиноки в этой пустыне, я рядом с вами, как постоянный проводник и поддержка. Я как защитное облако во время палящего дневного зноя, тень и утешение в испытаниях, а ночью буду твоей опорой, дающей отдых, тепло и направление. Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, не сомневайся в моих словах, полностью доверься мне, и ты испытаешь чудесные и обильные благословения, которые превосходят твои обстоятельства. Я повторю еще раз, доверьтесь мне и не попадайтесь в ловушку врага, потому что он пытается вас запутать. Вы можете попросить что угодно, и это будет вам доставлено. Среди жизненных трудностей помните, что самый глубокий ответ кроется в молитве и размышлении над моими словами. Итак, сын мой, дочь моя, возьми меня за руку, и вместе мы добьемся успеха, превосходящего твое воображение, ты преодолеешь все заботы и испытания, и победа твоя сбудется, сын мой, любимая дочь. Всегда ищи меня в молитве, не переставай говорить со мной утром и ночью, оставайся со мной всегда и всем сердцем. Держите мои слова при себе, и я вознагражу вас необыкновенными благословениями, которые превзойдут ваши обстоятельства. Не сомневайтесь, упорствуйте, ведь что посеяно слезами, то пожнется с радостью. Если вы понимаете и верите, покажите мне свою уверенность в комментариях, написав «Верю, Господи». На этом пути веры всегда помните, что отношения между вами и мной уникальны и глубоко личные. Как земной отец учит своих детей ходить, так и я буду вести вас шаг за шагом через жизненные испытания и победы. Я дал тебе свободу выбора своего пути, но в каждом твоем решении я хочу, чтобы ты знал, что моя рука простерта готова обнять тебя и направить к добру. Каждый рассвет я приглашаю вас возобновить свою преданность мне. Не как обременительное обязательство, а как радостный ответ на безусловную любовь,
которую я тебе показал. Как солнце рассеивает ночные тени, пусть моя любовь рассеет сомнения и страхи, которые могут омрачить твое сердце. Позвольте мне каждый день наполнять вас надеждой и миром, и я уверяю вас, что моя любовь неизменна и вечна. В минуты одиночества, когда ты чувствуешь, что дорога слишком трудна и тебе не хватает сил, помни, что я не только пойду рядом с тобой, но и понесу тебя на своих плечах, когда это понадобится. Моя сила не знает границ, и моя воля по отношению к вам всегда направлена на ваше благополучие и рост. Потому что для меня это значит гораздо больше, чем вы можете себе представить. Я надеюсь, что вы тоже найдете радость в компании верующих. Церковь – это не просто место встреч, это живое тело, движимое моим духом. В нем вы должны искать и предлагать поддержку, делиться своими бременами и победами, учиться друг у друга и вместе расти в вере. Общение с другими верующими – один из величайших источников силы и утешения, которые я дал вам в этом мире. Я хочу, чтобы вы развивали постоянные отношения со мной посредством молитвы и изучения моего слова. Библия – это не просто древняя книга, а живой источник мудрости, который обращается непосредственно к вам в вашем нынешнем контексте и потребностях. На его страницах я раскрываю вам свой характер, свои обещания и свои заповеди, которые сегодня важны как никогда. Поэтому я приглашаю всех моих сыновей и дочерей погрузиться в Библию не только для поиска знаний, но и для поиска более глубоких отношений со мной. Пусть Слово будет светильником, освещающим ваши шаги и светом на вашем пути, направляющим вас в истине и защищающим от разочарований и обмана. И пока вы идете со мной, вы увидите, как меняется ваша жизнь, заживают старые раны и рождается новая надежда. Я не обещаю беспроблемную жизнь, но обещаю свое постоянное и достаточное присутствие для преодоления препятствий. Преодолевая невзгоды, вы становитесь сильнее и мудрее и формируете характер, который отражает мой. Наконец, я приглашаю вас стать маяком света в мире, часто омраченным эгоизмом и безнадежностью. Проявите сострадание к тем, кто страдает, простите тех, кто обидел вас, и покажите мою любовь забытым и маргинализированным. Благодаря вашим действиям и словам другие смогут узнать меня и найти тот же комфорт и любовь, которые чувствовали вы. Помни, мой любимый сын, моя любимая дочь, что моя любовь к тебе велика, как море, нерушима, как гора, и нежна, как отцовские объятия. Живите каждый день в полноте этой любви и верьте, что какой бы путь вы ни выбрали, моя любовь будет направлять каждый шаг вашего путешествия в вечность. Любовь моя, я понимаю твою глубокую приверженность реализации твоих целей и проектов. Я понимаю, что всем вашим начинаниям свойственна целеустремленность и трудолюбие. Но прежде всего не забывайте о важности молитвы и не оставляйте моих слов позади. Есть люди, которые полагаются только на себя и игнорируют совет и мудрость моего слова. Эти люди не только отворачиваются от моей воли, но и движимы материализмом, стремясь к своим целям, не находя реального вознаграждения. Они пусты, окутаны гордостью и высокомерием. Они презирают смиренных и насмехаются над теми, кто с любовью чтит слово мое. Их гордость окружает их, как темная тень, скрывающая их истинные намерения.
Они часто забывают, что простота и смирение – основа истинного величия. В своем стремлении к признанию и власти они игнорируют мое слово, и содержащиеся в нем принципы живут в слепоте и эгоизме своего собственного эго, сеют разделение и создают конфликты. Поэтому, мой любимый сын, моя любимая дочь, я прошу тебя ни за что на свете не пренебрегать этими словами. Пусть ваше сердце не смущается и не боится того, что должно произойти, ибо что бы вы ни делали, какое бы дело ни начали, я благословлю это. Не унывайте перед лицом невзгод, не унывайте, результаты не мгновенные. Что ж, время достижения вашей цели не имеет значения. Самое главное, чтобы ты никогда не сдавался, потому что каждый шаг приближает тебя к твоей мечте, к надеждам, которые я возложил на тебя. Всегда помните о своем невероятном потенциале, потому что я благословил вас талантами, способностями и дарами, которые принесут в вашу жизнь замечательные и необычайные события. Верьте в меня, мои дорогие сыновья, мои дорогие дочери, потому что я всегда буду рядом с вами, направляя и поддерживая вас на каждом этапе пути. Сохраняйте веру мужественно и решительно, и никогда не забывайте, что со мной рядом вы достигнете всего, чего задумали. Я превращаю каждое препятствие в возможность расти и учиться. Поэтому, мои дорогие сыновья, мои дорогие дочери, продолжайте с непоколебимой верой, мужеством и уверенностью, ибо ваш успех гарантирован. Не позволяйте ничему и кому-либо обескураживать вас или причинять вам боль из-за тех, кто говорит против вас. Не поддавайтесь постоянной критике, которая может встретиться вам на пути к осуществлению своей мечты. Ну а есть те, кто из зависти и ревности ставит вам препятствия. Вместо этого идите мужественно и непоколебимо с верой и свидетельствуйте искренне, с честью и честностью. Никогда не устаешь доверять мне и моим обещаниям. Что ж, все, что они исправляют, делается со страстью и самоотдачей. Помните, что за холодной долиной теней лежит широкий сад моих обещаний, место, где процветает надежда, и каждый шаг приближает вас к вашим самым сокровенным желаниям. Это царство, где сбываются ваши мечты, где в изобилии процветают любовь и благодарность. Там вы найдете радость, мир и бесконечные блага для себя и всех своих близких. Так что идите вперед с решимостью и решимостью, мои дорогие сыновья, мои дорогие дочери. Мы бесстрашно идем вперед перед лицом вызовов, испытаний и трудностей. Продолжайте упорствовать, ибо в конце этого пути вас ждут великие награды и чудесные благословения. Продолжайте, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, и пусть терпение будет вашим спутником, поскольку вера защищает вас от сомнений, страха и разочарования. Терпение – это ключ, который открывает двери к успеху и позволяет вам сохранять настойчивость даже перед лицом невзгод. Между тем, вера дает силы преодолевать все препятствия и смелость двигаться вперед. Если вы непоколебимо верите в меня, поделитесь ею в комментариях, написав «Моя вера непоколебима». Поверьте, что я с вами, и что с чем бы вы ни столкнулись, в конце концов все будет хорошо. Мой любимый сын, моя любимая дочь, храните веру и терпение как союзников, потому что благодаря им все мои обещания сбудутся. Они открывают двери для необыкновенных благословений
и приносят возможности, которые способствуют достижению цели вашей жизни. Всегда храни мои слова рядом с собой, мой сын, моя дочь, запечатлевай их в своем сердце и помни их постоянно. Они ваш проводник, они освещают путь, они компас, ведущий вас к счастью и успеху. Примените это на практике, и я уверяю вас, что все ваши усилия увенчаются успехом. Никогда не переставай доверять мне, я всегда буду действовать в вашу пользу и гарантирую жизнь, наполненную миром, благословениями и изобилием. Верьте в меня непоколебимо всем своим умом, силой и сердцем. Я изливаю благодать, благосклонность и благословение в вашу жизнь не только на вас, но и на тех, кого вы любите. Я люблю тебя, мой сын, моя дочь. Продолжайте упорствовать до конца, и я обещаю, что вы получите мое благословение. Я полностью доверяю своему Верховному Богу и очень Его люблю. Не игнорируйте мои исправления, слушайте мои сообщения и уделяйте мне все свое внимание. Не позволяйте гордости наполнить ваше сердце. Я бы хотел, чтобы ты был таким же скромным и простым, как я. Пришло время встать и оставить ошибки прошлого позади и сохранить веру. Перестаньте смотреть вниз, посмотрите вверх и будьте готовы насладиться грядущими благословениями, потому что я, ваш Небесный Отец, избрал вас для получения моего наследия. У вас есть возможность сосредоточиться на моих словах и предпринять действия, которые будут способствовать вашему росту, используя свою энергию, чтобы принести радость тем, кого вы любите. Многие люди были рядом с тобой и в хорошие, и в плохие времена. Есть люди, которые в этом нуждаются, и вы можете им помочь. Я могу использовать вас как инструмент благословения в вашем сообществе, чтобы вы были признаны примером справедливости и честности. Ваше сердце великодушно, и позже на этой неделе вас ждут большие события. Спасибо за внимание к этому сообщению. Сейчас на экране этого видео вы получили сигнал. Позвольте своей интуиции определить, какое божественное послание вы должны получить следующим. Спасибо, что зашли так далеко. Теперь мы обращаемся с особой просьбой. Поделитесь этим видео со своими друзьями, семьей и как минимум с 3 группами WhatsApp, чтобы Слово Божье могло легче достичь тех, кто в нем нуждается. Бог благословит их.